Sēdime u post de juras mamma. Azdan darisi qara, azdan dashina zara. Mama zarda tona dauna. Aysfanda Mama noshaq mazarda yan yazarda Aysfanda Mama noshaq makochun fadal tansada Aysfanda Mama noshaq shamayni sara ray goran basta Mayr sona zarda Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Сегодня я хочу рассказать вам историю становления себя как артиста, как я пришла к этому, с чего все начиналось. И весь мой творческий путь до сегодняшнего дня буду делиться с вами своим опытом, всем тем, что пришлось, чему пришлось научиться, всем тем, чем пришлось поделиться. И очень надеюсь, что вам будет интересно со мной. Но для начала, скорее всего, нужно начать с раннего детства, так как я себя ощущаю и знаю, и чувствую в творчестве с самых малых лет. Первый мой опыт работы на сцене, скажем так, был в 5 лет. Я помню,
было мероприятие, которое проводилось в здании Совпрофа. Совсем маленькая девочка, которая пришла петь песню на фестивале, даже конкурсе, насколько я помню. Совсем маленькая, и для меня это выступление несло такой очень значимый характер в моей жизни. Я считала это каким-то сказочным моментом, что ли. Зрители, красивая музыка, микрофон в руке. Это все было настолько нереально, и настолько все было загадочно и в то же время сказочно. И это выступление очень сильно отпечаталось в моей жизни. Я очень хорошо помню этот выход на сцену, очень хорошо помню аплодисменты, которые звучали после моего выступления. И все-таки, наверное, очень значимое, что-то очень первое и отпечатывается в нашем сознании, тем более в детском сознании, очень сильно. И после, конечно, были выступления. И можно сказать, что много из своих выступлений я уже не помню, но вот именно это первое мое выступление я помню очень отчетливо. И в будущем вот это состояние какой-то незабываемой сказки я, можно сказать, пронесла до сегодняшнего дня. Сколько я себя помню, я была в творчестве, будь то это игра на фортепиано, будь то это вокал или изобразительное искусство. Единственное, чему я никак не смогла научиться, это танцевать. К моему великому сожалению, говорят, талантливый человек талантлив во всем. Но вот почему-то именно в танце я не могу сказать, что у меня был какой-то талант, к сожалению. Но при всем при этом все-таки большую часть своей жизни я пою и посвятила свою жизнь именно творчеству в вокале. Ну, это, наверное, что-то ближе к тому, что если есть рвение, если есть стремление, нужно обязательно следовать этому, обязательно развиваться, и это все очень быстро окупится. Окупится в плане того, что никогда ничего не проходит бесследно. Любовь к своему творчеству, к тому, чем ты занимаешься, обязательно приносит свои плоды. Неважно, в какой сфере человек трудится. Я всегда знала для себя, что мой путь — это творчество. В любом его проявлении всегда об этом знала и всегда следовала зову своего сердца. Огромный этап в моей жизни, можно сказать, переломный этап в моей жизни, то, что я решила связать свою жизнь именно с вокальным творчеством, произошел после того, как я пришла на тот момент, в 14 моих лет, на тот момент очень популярную команду «Звездный Юг». И в этот период своего творчества я точно знала, что хочу заниматься именно вокалом. Это был очень хороший опыт, очень нужный для дальнейшего развития артиста. Это было настолько грандиозно, можно сказать, потому что на тот момент «Звездный Юг» произвел какой-то нереальный эффект. Те, кто знают и
помнят песни тех лет, когда я еще только начинала петь. Эти песни до сегодняшнего дня остаются многими любимыми, и их многие знают и многие поют. Команда «Звездный юг» — это очень важный этап в моей жизни и в становлении меня как артиста. Песни замечательного композитора Алзиры Габараевой. И я до сегодняшнего дня их пою, я безумно люблю эти песни. Они практически весь мой творческий путь вместе со мной. Я пою разного жанра композиции, будь то это эстрадные на русском, зарубежном языках. И до сегодняшнего дня я безумно люблю песни, которые только начала в свои 15 лет, 15-16 лет петь на сцене.
Нина Павловна замечательная артистка, преподаватель, прекрасный человек, который всегда придет на помощь, поддержит советом. Она является нашим преподавателем уже на протяжении многих лет, и за эти годы я научилась у нее столькому, и чему я безмерно благодарна. Я очень люблю наблюдать за ней на сцене, потому что во всех ее песнях раскрывается душа, поет душа, и это действительно великая заслуга артиста. Также я хочу отметить, что Нина Павловна очень добрая, она всегда поддержит, всегда к ней можно прийти за советом. Если что, она всегда поможет. Я к ней хожу 3 года, почти уже 4. И я за эти 3 года уже научился столькому, стольким техникам, стольким секретам в песне. И хочу ей сказать огромное спасибо, потому что она за эти 3 года мне сделала очень многое. Как Белла сказала, Нина Павловна поддержит, даст любой совет. На репетиции бывает иногда весело, иногда, да, ругает, конечно, но это тоже надо. Ну, в общем, хочу просто сказать спасибо за все.
В 14 лет я поступила в Цхинвальское музыкальное училище по классу фортепиано. И параллельно с обучением в училище я, естественно, пела. До всего, что было и связано со «Звездным югом», я твердо знала, что буду в творчестве, буду заниматься игрой на фортепиано. Но, вы знаете, на самом деле настолько меня поглотила эта работа на сцене, вокал и все вытекающие обстоятельства с этим, что где-то, наверное, с курса 2 я поняла, что я хочу петь. И это тоже проявление творчества, проявление искусства, только в другом направлении. А в дальнейшем, конечно, я закончила музыкальное училище, но при этом с удовольствием выходила на сцену, с удовольствием пела для зрителей. И этот период по окончанию училища, этот период во мне боролись, скажем так, 2 начала, 2 творчества, но все-таки вокал одержал победу, скажем так, в этом нелегком выборе, нелегком бою. Но при этом я хочу сказать, что это образование среднеспециального именно по классу фортепиано тоже оставил свой очень большой след в моем творчестве. Впоследствии, как уже выяснилось в консерватории Краснодарской, это мне очень пригодилось, скажем так, потому что вокалист, который чувствует инструмент, он совершенно другой вокалист. Вокалист, который умеет играть на каком-либо инструменте, совершенно по-другому чувствует музыку, чувствует душой. Да, вот, как говорят, голос для вокалиста — это инструмент, на котором он играет. И если и пальцы умеют играть на каком-то еще инструменте, это просто обречен на успех, скажем так, такой артист. Поэтому, естественно, обучение в музыкальном училище в любом случае и в последующих моих каких-то решениях и действиях приняло очень важное значение. После окончания училища я твердо решила, что буду поступать в Краснодарскую консерваторию по классу эстрадно-джазовое пение. Вы знаете, на самом деле поступление и первые 2 года обучения дались мне не легким путем. Поступление, как я думала, будет по целевому направлению, но в последний момент выяснилось, что я должна пройти все экзамены, хотя была уверена, что буду учиться уже, скажем, с сентября месяца и без каких-либо проблем, но пришлось, как говорится, попотеть. Я приехала в Краснодар, как оказалось, меня совершенно там никто не ждал. Вот. Но при этом я была почему-то уверена, что должна поступить и должна выучиться именно в Краснодарской консерватории. Не буду долго говорить о том, через какие сложности я прошла, когда поступила, и через какие трудности, можно сказать, я перешагнула первый год обучения. Но, вы знаете, даже несмотря на все трудности и сложности, которые возникали на моем пути, я была убеждена в том, что должна окончить обучение в Краснодарской консерватории. Дело в том, что с моей подготовкой вокальной, можно сказать, никакой подготовкой вокальной, я пришла в высшее учебное заведение. А со мной поступали ребята, которые заканчивали и колледж, или училище по специальности эстрадное пение. Были ребята, которые
пели в каких-то бендах, ансамблях, уже имели какой-то опыт работы. Но при всем при этом у меня были настолько чуткие, очень талантливые и профессионалы своего дела педагоги, за что я им безгранично благодарна. А вот если вот сейчас уже я как педагог могу сказать точно, когда студент является чистым листом, когда с ним никто никогда не работал, с таким студентом намного проще из него сделать что-то стоящее, скажем, да, не нужно ничего ломать, не нужно переделывать. То же самое было, можно сказать, со мной. Мой педагог эстрадно-джазового пения Ирина Бабичева, замечательный педагог по вокалу. Она сама поет до сегодняшнего дня в Краснодарской филармонии. Долгое время работала с легендарным гороняновским бендом, объездила практически весь мир. Вот, и я ей безгранично благодарна за терпение, за умение правильно подобрать слова, чтобы, может быть, на тот момент до меня не все быстро доходило, так как у меня не было совершенно никакого опыта в этой сфере. И я понимала, что я отстаю от своих сокурсников в плане подготовки. Но, несмотря на эти все нюансы, мои педагоги сделали так, что направили меня, что ли, в правильное русло. И на самом деле я безумно им благодарна, потому что не всем удается встретить своего педагога, не всем удается найти человека, да, скажем, мастера, наставника, который проведет тебя вот через все дебри неизведанного, непонятного. Не каждый педагог на это способен. Я им безгранично благодарна за все, что они для меня сделали за эти 5 лет обучения. Даже несмотря на какие-то сложности, я безумно благодарна Краснодарскому краю за то, что он распахнул передо мной свои двери. Уже где-то на 3-м курсе я понимала, что я уже достаточно основательно понимаю, что нужно делать и какие цели я должна ставить перед собой. И, естественно, благодаря своим педагогам, с их профессионализму и тактике обучения, я сегодня переняла у них очень много. И также, обучая своих студентов, максимально стараюсь передать все секреты, все нюансы этой нелегкой профессии. И после того, как у нас прошел государственный экзамен эстрадного отделения, это был полноценный концерт в большом зале КГУки. На тот момент там, наверное, человек 400 умещалось в этом большом зале. И вы знаете, это выступление для меня было как какое-то озарение. Я вспомнила эту маленькую девочку, которая выходила на сцену в 5-летнем возрасте, и я понимала, какой огромный путь прошла эта девочка. Какой огромный путь от, не знаю, постоянно танцующей, играющей, поющей девочки сегодня стоит на сцене ведущего вуза России и поет песни именитых исполнителей, таких как Марайя Кэрри, Алла Пугачева, джазовых исполнителей.
И я понимала, какой огромный и сложный, при этом очень интересный путь эта девочка прошла. И я понимала, что да, я отпела госэкзамен, окончила обучение в Краснодарской консерватории с красным дипломом. И я понимала, что это всего лишь начало чего-то нового. Нового, может быть, где-то даже пугающего меня на тот момент. Но я понимала, что уже огромный путь пройден, и назад дороги нет. Где ты? Где мне искать, любовь моя, тебя? Где ты? Мечты, мечты мои с тобою связаны всю жизнь. Снова я вспоминаю закаты, я вспоминаю рассветы нашей любви. Белый, я подарю тебе танец, я подарю тебе звезды, я подарю тебе лето, даже если осень, а скоро будут морозы. Но знай, что мой белый танец, он унесет тебя снова в лето. Белый танец нашей любви. Забыть тебя я не смогу, все знаешь ты. Убить свои мечты не в силах, как и ты. Знаю, что ты меня еще любишь, и ты меня не разлюбишь. Где ты? Белый, я подарю тебе танец, я подарю тебе звезды, я подарю тебе лето, даже если осень, а скоро будут морозы. Но знай, что мой белый танец, он унесет тебя снова в лето. Белый танец нашей любви. Белый, я подарю тебе танец, я подарю тебе звезды, я подарю тебе лето, даже если осень, а скоро будут морозы. Но знай, что мой белый танец, он унесет тебя снова в лето. Белый танец нашей любви. После окончания консерватории я сразу же пошла работать в Краснодарскую краевую филармонию
солистом-вокалистом эстрадно-симфонического оркестра. Это тоже был огромный опыт в моей жизни. 2,5 года я работала в филармонии Краснодарской. А это были постоянные гастроли, постоянные выступления. Не было ни дня, чтобы не было или репетиций, или выступления. Это был такой период, знаете, вот когда вот учишься долго и все время думаешь, что вот отучишься и будет что-то новое, будет что-то, но не здесь, не в Краснодаре. Почему-то казалось, что я куда-то все равно уеду. Но когда я поняла, что через год-полтора я поняла, что да, я здесь, наверное, останусь, вы знаете, мне настолько стало тягостно на душе, и с каждым днем все тяжелее и тяжелее. Я понимала, что, наверное, это все Краснодар будет моим домом на долгое время, скажем. И при таких раздумьях я поняла, что безумно скучаю по Осетии. И в какой-то момент я решила, что больше не могу. Что больше не могу и не хочу. Я хочу обратно. И вы знаете, я когда писала заявление об уходе, Вероника Журавлева, директор филармонии, даже со мной не попрощалась. Ей было очень неприятно, что я решила уехать. На самом деле я благодарна очень филармонии Краснодарской. Это был грандиозный опыт в моей жизни. Это оркестр из 60 человек за тобой, и всех ведет прекрасный дирижер, и ты рядом. Это был очень ценный опыт в моей жизни, как для артиста, и, в принципе, как для человека, потому что у меня осталось очень много друзей в Краснодаре. Каждый новый день приносил новых людей. В мою жизнь я до сих пор со многими из краснодарского периода общаюсь очень тесно. Но при этом я не жалею, что вернулась. Не жалею ни грамма, не жалею о том, что сегодня я здесь, в Южной Осетии. Я очень люблю Осетию. Я безумно скучала все 7 лет, что находилась за пределами. Но когда я училась, было легче приехать. Было легче приехать, сорваться, все, я уехала. Я уехала к себе на родину на несколько дней. Но когда ты уже работаешь, да, ответственности гораздо больше. Не всегда получается выехать, не всегда получается сорваться. И, скорее всего, это все на меня так повлияло, что я решила, что не могу. Не могу и не хочу. Я хочу обратно в Осетию, я хочу жить, работать и трудиться во благо своей любимой Осетии. Через 2,5 года я вернулась обратно. И где-то, наверное, год спустя в музыкальном училище открыли отделение эстрадного пения. Это был, наверное, какой-то 2013 год. Мы решили на тот момент, ну давайте попробуем. И сейчас, и тогда эстрадный жанр был и есть востребованный. Очень многие талантливые ребята хотят петь. И дать им возможность научиться чему-то, почему бы и нет. И я считаю, что мы поступили правильно на тот момент с директором музыкального училища Жанетой Гагиевой. Ей спасибо огромное за то, что сегодня эстрадное отделение уже более 10 лет работает, и в стенах училища выпустилось очень много выпускников эстрадного отделения. Также учится большой контингент в эстрадном отделении. Это все настолько сегодня уже спустя столько лет я могу понять, что
я могу сказать уверенно, что мы поступили правильно, открыв отделение эстрадного пения. Что могу сказать о том, как, в принципе, сложилась и творческая жизнь уже по приезду? Я в большей степени ушла в педагогику. Это настолько меня полностью куда-то унесло в это русло, и мне так стало нравиться преподавать, делиться опытом, знаете, рассказывать все, чему я научилась. И вы знаете, на самом деле сложно, намного сложнее преподавать, чем выступать на сцене. Намного. Но я не выбираю легких путей. На сегодняшний момент более лучшего для себя, наверное, места, чем музучилище, я не вижу. Я очень люблю свою работу, безумно люблю своих студентов, всех выпускников. И со многими общаюсь, со многими выпускниками общаюсь до сегодняшнего дня. Я очень надеюсь, что я для них останусь в памяти так же, как и они в моей остаются. Я буду всегда каждого из них помнить, каждого из них любить. Студенты — это настолько неизведанные, что ли, для меня личности. И в первую очередь мне нравится раскрывать творческие стороны каждого из них. Когда мы чего-то добиваемся, маленьких побед в классе, на сцене, для меня это, наверное, самая большая награда. Когда я вижу отклик в глазах студента, когда я чувствую, что меня поняли и делают, как бы я хотела, это, наверное, самое дорогое, что может быть для педагога. Вся моя творческая дорога, весь мой творческий путь пропитан любовью и безмерной гордостью за свою родину. Любовь к Южной Осетии, вообще к Осетии и ко всему, что соприкасается с понятием «родина». Для меня настолько все трепетно, и в моем творчестве, в принципе, тоже все пронизано именно этим сильнейшим чувством патриотизма и любви к родине. Наверное, все-таки это сыграло ключевую роль в моем становлении как артиста. И вы знаете, для меня на самом деле самая большая награда — это аплодисменты зрителей после выступления. На самом деле это так. Когда ты чувствуешь, что зритель, ты затронул его струны души, те, которые, наверное, не каждому дано прочувствовать и тронуть. Но при этом я хочу сказать огромное спасибо руководству нашей республики за то, что совсем недавно мне присвоили очень почетное звание народного артиста Республики Южная Осетия. Для меня это не просто награда, это большая ответственность перед зрителем, перед народом, скажем, Южной Осетии, потому что это не просто медаль, скажем. Для меня это настолько все серьезно, настолько все. Я, скорее всего, буду сейчас еще с более воодушевлением работать и двигаться в своем творчестве, потому что сегодня на мне большая ответственность. Получить награду, наверное, тоже сложно, но еще сложнее нести достойно.
за